четверг глава Коми закрепил за собой еще и функционал председателя правительства. Фактически, как говорят политологи, взял на себя всю политическую ответственность за решение, которое впредь будет принимать его команда. Конструкция нового кабинета министров обрела свои черты. Кому-то из прежнего правительства пришлось место уступить. Кто-то круг полномочий расширил. Роман Истомин поведает детали. Выступая с трибуны, Владимир Уйба откровенно погружает депутатов в перспективы следующего финансового года. Парламентарии соглашаются, характеризуя ситуацию как турбулентная. Многое теперь будет зависеть от работоспособности исполнительной власти, единых подходов и принципов. И все это теперь звучит словно истины из учебника. Честность, незапятнанность репутации, высокая эффективность на ранее должностях и работах, высокая ресурсность работы на федеральном уровне, в сопредельных федеральных министерствах и ведомствах, в правительстве Российской Федерации, уважение традиций, национальных особенностей Республики Коми. Формирование команды всегда тяжкое решение. Выстраданное и испытанное, рожденное в ходе суровых испытаний и в результате многосторонней аналитической работы. Это организм, где каждый – те, кому доверяешь лично, где можно поручить и будет выполнено. Глава республики достаточно обстоятельно представил каждого, рассказал о принципах, которые он предполагает при отборе людей на должности в правительство Республики Коми. Кроме того, глава Республики Коми, понимая сложность нынешнего периода развития республики, взял на себя ответственность и возглавил правительство Республики Коми, что считается достаточно серьезным шагом централизации управления в одних руках в условиях дефицита бюджета и такой турбулентности экономики. Это самое правильное решение. Из кандидатов в правительство, требующих согласования с депутатами Госсовета, ни по одному из них в итоге не возникло серьезных нареканий. Все 40 минут кадровой сессии глава представлял и отстаивал кандидатуры каждого лично. Настойчиво шел к структуре, которую представлял для республики наиболее удачной именно в этот исторический момент. Политический компромисс достигнут. Мы, как депутаты и, конечно, люди, которые стоят за нами, возлагают огромные надежды на ту команду, предложенную главой Республики Коми, которую мы сегодня увидели здесь. И нам нужно, не откладывая, уже в ближайшее время приступить совместно с правительством по всем профильным министерствам, начать ту важную программу действий, которая запланирована всеми нами. Первым своим заместителем в качестве председателя правительства Владимир Уйба предложил человека из бизнеса, 37-летнего финансиста из Москвы Игоря Булатова. Возраст не порок для данной ситуации, говорят депутаты. Региону давно требуются нестандартные решения и современные идеи. У нас такого опыта лоббирования самих себя, чего уж там скрывать, нет. Действительно были определенные проблемы, когда шли на сессию, когда мы брали на высший пост, который, практически исполнительный пост высший, человек, которого мы практически не знаем, и полностью доверяем главе этот выбор. Глава учел сложность ситуации, в которой мог попасть его коллега, и взял ответственность на себя. Это облегчило нам, поскольку глава имеет больше 70% поддержку. И глава выбрал человека, которому он доверяет, потому что в любом случае он будет рабочей, так скажем, лошадкой, и который доверяет его опыту, несмотря на молодость, доверяет его здравомыслию, что ли, потому что, как мы поняли, глава хочет республику, которая находится в сложном положении, как-то поддержать. Министром финансов с совмещением вице-премьерской должности, как это и было прежде, останется Галина Рубцова. Не коснутся перемены и руководителей представительств Коми в Москве и Петербурге. Там согласованы Сергей Мамонов и Валерий Козлов. Новым председателем контрольно-счетной палаты утвержден бывший мэр Воркуты Игорь Гурьев. Надзор
экспертиза, она для меня, в принципе, знакомая. Почти 20 лет отработал в налоговых органах, 2 года отработал ревизором в коммерческом банке. Ну и, как говорится, поработал на земле, в администрации города. Тоже своя специфика, тоже свой бюджет, принятие решений, как этот бюджет эффективно распределить. Денег постоянно не хватает. Поэтому будем работать. Уверен, что в контрольно-счетной палате Республики Коми работают профессионалы. Там проходимцев нет, больше чем уверен. Вот почему так важен именно такой расклад. Усиление экономистами, в том числе приезжими, по задумке сделать регион плацдармом идей, инноваций и новых методов эффективного управления. В условиях дефицитного бюджета, когда каждая копейка рубль бережет. В правительстве работы предстоит достаточно много. Работы в том числе и с теми наказами, которые дали нам, депутатам, дали те наши жители, которые приняли участие во всех наших встречах. Поэтому я считаю, что подбор кадров, в первую очередь за главой, это его прерогатива. Я думаю, что он понимает всю меру ответственности. Действительно, Владимир Викторович взял ответственность на себя, стал руководить правительством и подбирает команду максимально ту, которая эффективно будет работать на всех направлениях, которые в Республике Коми надо развивать. Мы видим, что достаточно много пришло в правительство людей с экономическим образованием. Это тоже радует, потому что действительно экономику надо развивать и очень многое в ней надо менять и улучшать. Уже работая в качестве иврия и главы, надо сказать, что Владимир Викторович очень открытый человек. Он слышит разные позиции различных партий, слушает, с чем-то соглашается, что-то доказывает обратное, но все те предложения и принятые решения, они прежде всего направлены на улучшение жизни жителей нашей Республики Коми. Парламентарии положительно оценивают открытость диалога с правительством даже с учетом ограничений пандемии. Предложения, в том числе наказы избирателей, не просто выслушиваются, а сразу включаются в работу ведомств. Либо обеспечиваются ресурсами и средствами, либо включаются в план на перспективу. Глава взял ответственность на себя, значит, все изменения, которые с республики, все-таки это будет уже ответственность самого главы. Опять же, если мы берем другую стезю, я хорошо знаком с корпорациями, которые к нам будут заходить, это и Яндекс, и Ростех. Ростех там знаком через своих коллег по другим регионам, безусловно, это очень важно. Действительно, это будет глоток такой нового воздуха для нас. Опять же, мы будем развивать, вот сегодня уже говорили, арктическую зону, да, это медицинский кластер, который у нас будет развиваться, как в Иркуте. Это уже важно. Поэтому, опять же, мы все перекладываем именно, даже со стороны депутатов, только можем поддержать, потому что глава берет ответственность на себя. Да, у нас есть проблемы, но мы от них не бежим, будем их решать именно под таким вот, наверное, знанием. Фракция ЛДПР сегодня поддержала действующего главу Республики Коми. Мы встречались накануне сессии 3 числа с Владимиром Викторовичем, очень долго общались, обсудили все вопросы, которые нас интересовали, получили на них ответ от главы. Ответы нас устроили. Мы главе рассказали все наболевшие вопросы в наших округах, да и не только в округах, а в республике в целом. Это те проблемы, с которыми мы встречались, с которыми приходят наши избиратели к нам каждый день на прием. Диалог, я считаю, был конструктивным. Мы услышали друг друга и надеемся в дальнейшем на подобные встречи и общение с главой. В условиях, как выразился спикер Госсовета, турбулентности экономики, команде главы предстоит решать серьезные задачи. Искать средства через инвестиции, усилить лоббирование наших интересов на вышестоящем уровне.